Пассажиры прибывают в аэропорт Стокгольма. Вместе с тысячами туристов и местных жителей в страну проникают и нелегальные мигранты. Совместное расследование шведского телеканала ТВ4 и Радио Свобода позволило вскрыть схему получения ими налогового номера, который позволяет устроиться на работу. Как минимум один из участников этой схемы в итоге устроился уборщиком в отделении шведской пограничной службы. Это мигрант из Узбекистана. Он говорит, что знаком с человеком, который помогает нелегально получить работу в Швеции. Канал ТВ4 не раскрывает его личность. Голос и имя изменены. Мои друзья его знали, и друзья меня с ним познакомили. Вы платили ему за помощь? Тогда это было около $200. Сейчас я не знаю, сколько надо платить. Сделка была заключена, как ни странно, и в этой библиотеке на окраине Стокгольма. Жасур передал свой паспорт и деньги человеку, которого ТВ4 называет кодовым именем Акмаль. Он попросил меня подождать, сказал, что я смогу работать, открыть счет в банке и платить налоги. Акмаль зарегистрировал на имя Жасура старый автомобиль. Сделать это можно в национальном транспортном агентстве «Транспорт Стиллерсен». Оно пересылает данные в налоговую службу, потому что у Жасура нет шведского номера социального страхования. Взамен налоговая служба присваивает ему координационный номер, имеющий сходные функции. Наличие этого номера в корне меняет ситуацию. Вы можете обратиться в любую шведскую службу. Можно получить работу, открыть банковский счет, сделать регистрацию по месту жительства. Мы выяснили, что при фальшивой продаже автомобиля Акмал указал, что живет в этом доме. По данным транспортного агентства, за последние 3 года на этот адрес было зарегистрировано более 3000 старых автомобилей. Я бы хотела поговорить с вами и показать вам документы, потому что, судя по ним, вы помогаете нелегальным мигрантам. Судя по ним, помогаю? Да. Нет, я этим не занимаюсь. Большинство из примерно 1000 человек, получивших таким образом налоговые номера, мужчины, но было среди них и несколько женщин. Вот одна из них. Она рассказывает, что женщинам, которые пытаются легализоваться по этой схеме, угрожает сексуальная эксплуатация. Мы не раскрываем ее имени, а голос изменен. Мне предложили работу, если я соглашусь неделю отработать бесплатно. Когда эта неделя кончилась, меня поставили перед выбором. Или переспать с боссом, или никакой работы. Как тут выбрать? Многие женщины опускают голову и идут на это ради детей. Идут, потому что у них нет выбора. Им нужны деньги, чтобы растить детей. Но я не смогла на это пойти. Судя по имеющимся документам, люди, которым Акмаль помог легализоваться через получение налогового номера, позже работали на стройке, в коммунальных службах и на предприятиях общественного питания. Некоторые устроились в университетскую больницу в Стокгольме или сюда, в крупнейший торговый центр в Скандинавии. Они рассказали нам, что работают сверхурочно, получая ниже минимальной зарплаты, а иногда им не платят вообще. Такие рабочие места часто отдают на аутсорсинг различным агентствам. Мы обратились в эти компании, но там заявили, что умышленно никаких законов не нарушают. Однако специалист по мошенническим схемам Андерс Бьоркенхайм настроен скептически. У них такая бизнес-модель, по крайней мере, частично. Они рассредотачивают этих людей среди других сотрудников. Никто ничего не спрашивает. У них есть координационный номер, может быть, даже банковский счет. По большому счету, весь этот черный рынок – это работорговля при потворстве государства. При этом и работники, и работодатели нарушают закон. Бьоркенхайм показал нам объявление в интернете, открыто предлагающие покупку старого автомобиля для получения координационного номера. По-шведски «Samordningsnummer». Похоже, что Акмаль не единственный, кто пользуется этой лазейкой в законе и направляет в Швецию нелегальную дешевую рабочую силу.